Зашини на брамы неба, слава свету, аллилуйя. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом твоим. Мужи галилейские, чому стоите и углядаетеся в небо? Гэты Езус узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі яго узыходзячага на неба. Аллилуйя. Словы з дзеяння апостольскія, але сапраўды вельмі важныя і патрэбныя, напоминаюць пра наш цель, пра нашае паклікання. Узірання ў неба — это не толькі каб убачыць Бога, бо Бог ёсць везде, не ў космосе, не пад вадою, але Ён ахоплівае і космос, і ваду, і самыя глыбокія месца на зямлі. Бог хоча, каб мы гэта ўзгадвалі і памяталі. І, можа, часамі углядаючыся ў неба, каб мы ішлі туда, куды мы ўсе пакліканыя. Эту святую мшу справую за парафіям для жывых Божага благословення потребных ласкаў, але памятай радасці жыцця вечнага ў валадарстве небесным. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Поведаюся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Слава на вышия Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем дарителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыку небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Богу Божий, Сыне Отца, який речь на себе грехи свету, змилуйся над нами, який речь на себе грехи свету, прими моление наше, який святишь правонарушайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе,
chwale Boga Ojca. Amen. Молимся. У всемогутный Боже, мы сегодня зверя ушановуем Него в шествие Твоего единородного Сына, яким всем нам подаровал откупление. Учини просим, как мы, живучи на земле, завсёды узносили наши души до неба, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог правдущий, яки вечный. Amen. Читание книги Деяния апостолов. Першу книгу написав Теофілі про все, що робив Єсус, і чому учив від початку аж до дня, у який узнесся, давши прав Духа Святого загади апостолів, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів він об'являвся їм і казав про Божие владарство. І коли разом ели, наказав им не отходить из Иерусалима, а чекать обещанного Отцом, про что вы чули от меня. Я крестил водою, а вы будете опрещены через несколько дней Духом Святым. А собранные пытались у его: Пане, ти не в этом часе ты отбудуешь королевство Израиля. И он же отказал им: не вам ведать часы те поры, який Отец призначил своей владой. Але приймите моц Святого Духа, який на вас сидя, и будете моими свидками у Иерусалиме, и во всю Юдеи, и у Самарии, и аж до краю земли. И сказавши это, и он вознесся на очах их, и облако забрало его из их очей. И коли они пильно узирались у неба, як он заходил, вот два мужи стали перед ими у белом одении и сказали: мужи галилейские, чего стоите и углядаетесь у неба? Это Иисус, взятый от вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він заходив на небо. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узнётся Бог под радостные воплеши. Узнесся Бог под радостные воплеши. Все народы пляскайте долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный Пан наивышейший, великий владар над всей землей. Узнесся Бог под радостные воплеши. Узнесся Бог под радостные воплеши, Пан пригукав трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему владару, спевайте. Узнесся Бог под радостные воплеши. Владару вся земли Бог, Ему гимн спевайте. Бог владарит над народами, Бог сидит на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные воплеши. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия в познании Его, и просветлил очи сердца вашего, как вы ведали, в чем
надія покликання Ягона, і якое багаття славної спадщини Ягоної для святих, і якая нязмерная велич моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне могутнай силы Ягонай, якую ён выявіў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите, научайте все народы, кажа Бог, я с вами во все дни, аж до скончания веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Закончение Святого Евангелия по Марка. Слава тебе, Пане. У той час Jezus zjawił 11 i сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и охрестится, будет избавленный, а кто не поверит, будет осужденный. Тем, кто поверит, будут подорожничать такие знаки. У мое имя будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змеев руками брать будут, и коли штости отрутое выпьют, не зашкодить им. На хворых будут ускладать руки, и они выздоровеют». И Пан Jezus после размовы с ими узнесся в небо и сел праворуч Бога. А они пошли и повсюль обвещали Евангелие. Пан содейничал им и подтверждал словы знаками, что ему сподорожничали. Это слово Пана. Слава тебе, Христе. Одним из фильмов есть такая ситуация, что один человек, який вел краму, был там директором, после 20 годов собрался выехать на первый отпочинок. А ломный его сябар помог ему собраться, спаковал его, привез навод на чыгуночный вокзал, посадил у тягник. И уже тягник объезжал, уже махая, пока уже 10 тягник далеко за поворотом отворачивается. Глядит сябар с вализками стоит сзади, говорит: не мог я поехать. Но однако я не мог оставить этой крамой, этой працы, кто без меня все развалится. Что оказалось, что сел с одной стороны, а с другой стороны на пристанок, вышел поезд и зашел сябра сзади. Махал поезд пустый. Браты и сестры, это и есть, осмелюсь поравнать, узвышение Иисуса Христа. Иисус Христос узыходит на небо, а и мы отворачиваемся, и Он есть уже посеред нас. У старых костелах, особливо на Німеччині, можна зауважити, що було колись таку річ, що була урочистість у небовшесті Ісуса Христа. Була велика фігура, яка стояла від мертвих повстання аж до унебовшестя. И на початок святой имши эта фигура на великих веревках затягивалась у гору вельми высоко. Аж веревки трощали, и все глядели и ахали, и подивляли. И 10 дней после с этой самой дырки, где был забрат Иисус Христос, спускали великого голубя,
які був так само з дерева зроблений, як символ Духа Святого. Брати і сестри, чи можна убачити Бога? Чи можна його спостигнути? Ну ні. Ми не можемо спостигнути свого особистого життя. Але ми б хотіли зрозуміти Бога, який Він є у нашому житті. Один американський казнодія з 19 століття розказував ситуацію свого життя, коли його у дитинстві у трагічний спосіб отошли батьки. Його забрала тетка до себе виховувати. И когда приехала за ним бричка, этот, который вел эту бричку, сидел с этим хлопчиком, и этот хлопчик, говорит, я, как хлопчик, начал задавать питання. Яка є ця моя тетка, до якої я їду? Бо я її ніколи не бачив, говорить, добре. Але чи вона буде на мене чекати? Вона вже на це чекає. Але чи не буде запозно, коли ми приїдемо? Чи не буде затемно? Вже може буде спати? Ні, опять же, эта тетка, и надо вот свечки будем палить, как ты не заблудишься, как мы бачили, куди доехать, ці є этот дом. І справді так відбулося. Коли вже, говорить, я був уже старшим ксяндзом, довідався, що моя тетка вельми моцно захворела. Постановив на початок написати лист, письмо, якое вислав, бо відав, що воно прийде худший, ніж я, якое попередить мене, бо ти ті годы это сподорожжя тривало вельми долго. И в этом листе он описал эту всю ситуацию. Моя дорогая тетка, коли я пам'ятаю, як був дитем, як вас нічий вез мене на себе перший раз, я задавав питання, яка ти єсть, чи ти на мене будеш чекати, що я там буду робити, чи справді мене будеш так моцно кохати, як мої батьки. І тепер я, як знаний ksiądz, казнодея, рассказывая ситуацию. Памятай, не важно, что отбудется, але на тебе там хтось чекає. И вот с этими словами эта тетка и прочитала это письмо справді перед этим казнодеем. Брати і сестри, справді, хтось завсюди на нас чекає. Чи тут, на землі, чи там у небе, куда мы все покликаны. Вот читаем в Святом Писании, Иисус Христос сказал, что приду, пойду и приготую вам место, а когда это учиню, приду и заберу вас отсюда, туди, где каждый из нас покликаны. В одной из книжек Хенрика Неймана «Зраненные и оздоровленные» и «Оздоровитель» есть история, что был ksiądz pracował u szpitali i pewnego razu trzeba było mu wyjechać na kilka dni i w tym szpitali za siebie ostawił молодого клерика, dopiero, который уступил в семинарии. И у первый день этот клерик пережил тяжкую речь, бо пришел у палату, окликнул его человек, сел, и этот человек начал рассказывать, начал переживать, что завтра будет иметь вельми важную тяжкую операцию, не ведаю, что я проживу. И этот клерик молодой начал утешать, говорит, все будет добро, поглядишь, что операция удастся. И, конечно, операция не удалась, этот человек помер. Когда за несколько дней вернулся в этот святар, клерик одразу пошел поделиться ситуацией, и пережил первый же день, первые хвилины быть в этом шпитале. Я сказал, что ему сказал, а ksiądz отвернулся. Сказал, ох ты, неправильно ты ему сказал. Ты ему говорит, треба было сказать так. Неважно, чи операция удастся, чи не удастся, пам'ятай, що на тебе завжди хтось чекає. Брати і сестри, справді, на нас чекає завжди хтось. Гэтым хтось є Бог. Чим чекає в этой святыне, где мы сегодня все приходим, как вложить на святейшую Ахьяну, просить о дальнейшем благословении и дяковать Богу за то, что Иисус Христос колись народился, был замучен и похован, что с мертвых повстал, а сегодня хочем дяковать еще больше. За что? За то, что узышел на небо. Что не только у постати тела Он может быть присутный посеред нас, не только у Святой Коммунии, а и у нас охистая, охопливая усіх Духом Святым. Бо я отошел, а пошлю вам своего Утешителя. До этого Утешителя мы уже приготавливаемся от нескольких дней про Слово Божие, якое не робиться до этого.
что Бог не оставил нас самих, а хочет дать нам надею на життя в вечности. Есть такая грецкая легенда, яка говорить об житті одного чоловіка з Крети. Коли чоловік з Крети, коли помирав, в опошню хвилину він займався, був земляробом, в опошню хвилину, коли займався, коли вже помирав, попросив своїх дітей, щоб принесли цієї землі, яку він опрацовував, щоб ще раз її докранути, щоб ще раз почути її пах. Коли принесли цю землю, він її моцно стиснув і в такий спосіб помер. Коли помер, говорить легенда далей, что опинувся перед небом, Боже служив на його. Вийшов йому насустрач, пан Єсус говорить: дружа, твоє життя було вельми добре, войти у володарство небесне. Але за перинку пан Єсус говорить, поглядів на руку і спрашиває: а що ти там тримаєш у руці? А цей чоловік говорить: землю свою, яку я опрацовував все своє життя. Пан Єсус говорить: випусти цю землю, бо сюди нельзя не войти ни с чем, с руки. Этот человек отвернулся и говорит: неба нет, не могу ее выпустить. Это ж моя праца, это все мое життя. Стиснувши ее в руке, далее тримал. Ну и пан Иисус пошел до себе. Прошел день, прошла ночь, и снова пан Иисус вышел до этого человека, который сидел, чекал поза брамою, а вышел уже у капелюшу, як сябра, подобен до его, приподобився як до земляроба. И снова говорит: дружа, чего ты тут сидишь? Чего ты не хочешь войти? Выпусти эту землю и войди сюда, куда тебе належится эта нагорода життя вечного, в володарстве моим. Этот человек и снова говорит: пан Иисус, не могу я выпустить этой земли из этой руки. Это ж мое життя, я ее управлял. Ты пах, он не подобается. И снова пан Иисус вернулся до себе, прошел день, прошла ночь. Братья и сестры, пришло тепло, трохи земля уже, влага испарилась, земля уже начала просыпаться поміж пальцами. Наступний день і знову пан Ісус виходить, але виходить в облику дитячий. Подошел до этого человека, взял его за руку, говорит: ходи, иди, открой свою долонь, погляди, что там уже ничего нема. И справді человек открыл эту долонь, и этот песок вылетел как пыл. И это дитя говорит: гляди, это и есть ветер, раздмуя пыл, а ты его не слышишь. И увел этого человека за браму. А когда человек это перешел в браму раю, поглядел, что там вся его земля, якою він управляв, его любимая земля, на якої він провел своє життя, і вона є там так само в небі. І він не обрадувався життю, для якого покликав його Бог. Брати і сестри, як це є у нашому житті? Святий Августин говорить: створив ти нас, Божа, и належим для Тебе, неспокойное наше сердце, покуль Тобі не застанеться. А Ян Павел II так само говорить: як великий обшар есть у серці кожного чоловіка, оскільки його нічого не може заповнити, тільки сам Бог. Просим, каб сапраўды мы до гэтага Бога заходзілі, каб мы гэтага Бога шукалі, каб мы з гэтым Богом сябравалі, і каб мы маглі прыняць тое жыццё, якое Бог нам прапануе. А Бог для нас жадае таго, чого і жадає у сьогоднішній Євангелії. А тим, хто повірить, будуть подорожничать такі знаки. У моє ім'я будуть виганяти злих духов, будуть розмовляти новими мовами, змеїв руками брати будуть. І коли штості отрути вип'ють, не зашкодить їм. На хворих будуть складати руки, і вони виздоровіють. Амінь. Единого Бога, Отца Всемогущего, творится до неба и земли. Всего вашего имя вашего, первозинного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого святла,
Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко голодавству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Брат Иисуса Христа, який взошел на небо и сидит праворуч Отца, с навером представим Богу нашей просьбы. Молимся за святый костел, как он можно обвещал Божию правду и указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, как они обвещали Христово избавление усім народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народи, які переживають конфлікти, каб запанував у їх країнах довгочеканий спокій. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не розуміє годності людського тіла, каб яны зрозуміли, що яно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто прибуває здалек від своєї сім'ї, каб яны улучшилися з родами през молитву і уділ сакраментах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников, к этой святой мши, каб надія на вечное життя захвачувала нас до сумленного виконання наших щоденних обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учини, как выбрать справедливое житье на земле, досягнуть вечного життя с Христом у небо в шесте, якого сегодня святкуем, який с тобою живе и владает, раз усе веки вечные. Аминь. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтаре. С верой и надеей Боже просим, одари любовь, хай душа тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, можем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы в пыл не забиваны, темы без Тебе пухаем шляпом освяти. Молитесь, как мою и вашу, я не обохайте, всемогущий. Нехай Пан Бог прийме ахвяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Ojcze Przedwieczny, pokorna składając Tobie wytую ofiarę во урочистостью Его шествия Твоего Сына. Назволь просим, как разветы святый отмен даров, мы вознесли наши сердце на небо, образ Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Богу
паўсюды і ўсюды табе складані падзяку. Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання открыто з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі, і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго богоскім жыцці. Таму откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми śpiewaють Табе им хвалы, неспинно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе, брат Иисуса Христа, за Твоего Пана нашего, как принял и благословил эти дары, это приношение, эту святую и беззаганную ахвяру, складаемые Тебе, найперв за Твой святый католический костел. Будь ласкавый одорвать с упокоем, оховывать, еднать и керовать им во всем свете, разом со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и усими, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих и про всех тут присутных верю отданости, ких Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и они так само и Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на избавление и уратование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усим костелом у наисвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын, одинородный, узнес до хвалы Твоей покровитель, з'єднав з собою к волю человечої натури, уперше з пошаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, святых Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Косму и Дам'яна, и всех святых, праз их заслуги, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим эту ахвяру от нас, слугов Твоих, и от усей Твоей семьи. Заховай дни наши у Твоих супокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мощью Твоего благословения, освети эти дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, как стали сеяны для нас телом и кровью Твоего наилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. На передней муки и Он, узял хлеб у своей святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął эти почестный келих у своей святые и достойные руки, знал Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолка. Пане, мы слуги Твои и Твой Дух Святый, вспоминающий благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное у Него ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянь на ее милостиво и споганно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай Своему святому анелу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем у этой ахвяры алтара, и приймаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, які обошли перед нами со знаком веры и спять упокоили. Просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто спочиває у Христе, перебывать у месте утешения, светла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподяються на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Агнешкой, Цицилией, Анастазией и всеми святыми Твоими. Уведи, просим, и нас у их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему правочению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все эти доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, Христови у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу Тебя и вечная. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, тому полная вдячности смегаемся казать, Отче наш, который воссует, святися имя Твое, приди власть Твою, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакая исполнения счастливой надеи, и принься Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое богатство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, як и живей благодарить на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, а покликаний я на веки явоною. Амінь, я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Грешникам збавление, милости даре. Приведено Богом лучшая, у святой коммунии скрытый Бог живых, лечит души даром тела и крови. Злостный исходит, Божие святое, у правдивым хлебе вечное житье. Хлеб и вино Богом учатся, Панасона наша, вам дарує хрест, примем яко сердца ваших святцев. Обратися низкий, успокойся час. Иисуса спасила, обнажает нас. Хлеб и вино Богом лучшатся. Иисус ты грибница, всякого добра, ясная дорога
ангела таямницу, годна споживать. Хлеб и вино Богом душат нас. Хай Тебе, Пане, славят все Твое творение, и все святые, хай Тебе славляют. Прославу Твоего благодарства хай кажут, и хай моцною обвящают. Хай Тебе, Пане, славят все Твое творение, и все святые, хай Тебе славляют. Прославу Твоего благодарства хай кажут, и хай моцною обвящают. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты все уже на земле нам даешь уделу небесных таямницах. Просим Тебя, наполни наше сердце духою по небе, где наша человечая сущность, пробывая с Тобою и Христе Иисусе, яки живи и благодарить на веки вечные. Есть новый номер часопису Аве Мария, коли ласка заходит до читания. Там есть так само выповедь одной из нашей семьи парафиальных. Можно подчинить, вознести, почитать, поделиться с другими. Примите Божие благословение, нехай на вас напомнит на сегодняшний день сокровенной лаской и с упокоем. Отпочивайте, он належится вам. Пан с вами. И с духом твоим. Всемогутный Бог, нехай благословит вас по сегодня, Его одинородный Сын взошел на небо, как и вы могли прийти туды, где Он пробывая в славе. Аминь. Христос посляд своего с мертвых повстания, зъявивши своим учням, нехай Он будет для вас литостивым судьёю, коли придя судить живых и померлых. Аминь. Христос сядет у славе праворучайца, нехай Он одорит вас радостью своей присутности. Бог обещал, что будет с вами до конца свету. Аминь. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидит на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будуществуют по свете. Сьогодні ще й мша у 15 годин і у 19 заспіваємо закінчення. Номер 6 на листках. Радуйся, небо, вода,
бо той, кому ти ёсць мать.